Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на ноябрь 2020 года для тельцов. Посмотрим, какой будет месяц. На маг-колоде делаем на ноябрь месяц расклад. Итак, у вас карта, которая говорит о том, что вы можете в этом месяце почувствовать, что какие-то ваши планы не реализуются. И, скорее всего, это хорошо, потому что они как бы надуманные, да, это вам на самом деле не нужно, это какая-то мечта, какое-то желание, которое совершенно не ваше. И если оно не исполняется, то только как раз потому, что это вам не надо. То есть есть как бы возможность задуматься, действительно, подходит ли вот мне мои вот эти желания или нет. И если в этом месяце будет что-то не получаться, вот это как раз то, от чего нужно отказаться. Или, может быть, не время, да, отложить время, может быть, вы не готовы, недостаточно средств, денег, еще каких-то возможностей, да. А также карта говорит о том, что здесь могут быть какие-то сложности с недвижимостью. Видите, на шарике изображен у нас какой-то замок, да, и может быть, допустим, нет финансов, чтобы оплатить недвижимость, особенно если она в ипотеке. То есть шарик говорит о том, что она еще не ваша, да, или может быть еще какие-то ситуации с домом, недвижимостью, ну, допустим, вы оказались в каком-то городе, а не можете вернуться, да, потому что нет возможности, или еще какая-то ситуация, когда вы вот в одиночестве, да, и нет поддержки, нет опоры, или, может быть, нет желаемого, да, может быть, нет дома, семьи, и вот вы как-то переживаете очень сильно это. Что же делать в такой ситуации? Карта говорит о том, что вам нужно как бы переменить и мысли, и планы. Видите, здесь девушка, которая менять кожу вот должна. То есть у нее есть кожа, которая на замке, она просто снимается, да, и как бы человек меняется. Так вот, нужно поменяться целиком и полностью, да, поменять планы, поменять настроение, поменять мировоззрение. В общем, все, что только можно поменять, нужно в этом месяце поменять. И сигналом этому будет как раз то, что для вас не сбывается. То есть не печалиться, не впадать в депрессию, а просто понять, если что-то не получается, это сигнал для того, что мне это не нужно, и мне нужно просто выбрать новые для себя цели, планы, возможности и так далее. И ни в коем случае не расстраиваться. Тем более здесь у нас как бы спина, да, спина это прошлое. То есть, может быть, вы очень сильно зацеплены за какие-то отношения, да, которые были в прошлом. Или, ну, в общем, любые события, которые произошли, и их уже не вернешь, да, вы можете в этом находиться долгое время. А вам предлагается вот спина, прошлое, скинуть это прошлое, да, и начать жить заново, то есть вообще забыть про прошлое. Вы взяли уже какие-то уроки, поняли, да, и дальше уже просто живите новой жизнью. Это вы уже как бы новый человек, для вас новый этап начинается в жизни. Давайте посмотрим отношения для тех, кто в поиске партнера. Вот может быть такое состояние, что вот я никому не нужна или не нужен, да, что вот так мне всю жизнь в четырех стенах и быть, да, никого у меня нет и так далее. То есть вот такие вот мысли депрессивные могут приходить. Это, конечно же, от того, что может быть действительно ситуация какая-то ограничивающая, ну, допустим, да, в пандемию вполне это возможно, что мы, допустим, сидим там по домам, да, у нас нет возможности для того, чтобы встречаться с кем-то, но всегда же есть возможность для знакомств, для общения какого-то, то есть нельзя все равно попадать вот именно в такое депрессивное состояние. Вот эта карта тоже, видите, как сочетается, да, то есть от нас зависит, как мы будем, даже находясь в четырех стенах и в каких-то ограничениях, себя проявлять. То есть все-таки нужно заботиться о себе, не понижать свою энергию здесь. Для тех, кто в паре, здесь опять же могут быть какие-то прошлые ситуации возникать, которые были раньше. Ну, допустим, вы договорились с партнером, что какая-то ситуация больше не повторится, да, и вот он может тут не сдержать слова, и вы надеялись, что как бы все уже будет хорошо, и вдруг вот эта ситуация из прошлого повторяется. Это раз.
Во-вторых, могут быть ситуации вмешательства других людей в вашу жизнь. Или, может быть, ваш партнер в ваше личное пространство входит, либо это как бы ваша семья и какие-то люди, друзья, родители, ну кто угодно, они как-то могут вмешиваться в вашу жизнь и омрачать ее. Но также здесь как бы дверь, да, то есть дверь это всегда символично. Всегда нужно как бы думать о том, что есть какой-то запасной выход, запасной вариант, или есть возможность какая-то новая для вас или для вашего партнера, если вдруг какой-то тяжелый период. Для тех, кто в ссоре. Но здесь карта говорит о том, что нужно все-таки поддержать своего партнера, вот с которым вы сейчас в ссоре, да. Скорее всего, ему нужно сейчас сочувствие и понимание ваше. Да, это не должно быть постоянным, да. Если у вас вообще отношения как у родителя и ребенка, то, конечно, такие отношения, они, ну, как бы не нужны просто вам, да. Кому-то из вас нужно просто стать сначала взрослее для того, чтобы отношения были. Но если это какое-то что-то временное, да, какая-то временная ситуация, то почему бы и не поддержать, почему бы и не как бы поговорить по душам, да, или если, допустим, человек попал в какую-то сложную ситуацию, почему не подать ему руку помощи. Работа. Для тех, кто в поиске работы, смотрите, здесь девушка опускает листочки бумаги в реку. Ну, это прям символ у нас интернета и резюме, да, рассылать резюме как можно больше и как можно, ну, как бы к большему количеству соискателей. Да? То есть здесь как бы только в этом должна быть ваша роль. То есть чем больше информации вы о себе даете, тем больше возможность получить то, что вы хотите. Тем более река, она всегда у нас показывает движение к цели. Да? Вот это как раз поможет вам получить работу. Для тех, кто уже работает. Но здесь могут быть сложные ситуации, какие-то нововведения, какие-то законы новые в вашей компании, смена руководства. Или, может быть, какие-то тяжелые ситуации в плане там, порицания вашего, да, или, может быть, что-то с вашей должностью может произойти, допустим, как-то поменялось направление в деятельности компании, да, в формате, и вы тоже, получается, попали под раздачу, да, а может быть, вам предложат руководящую должность, то есть здесь мы как бы смотрим обе стороны. Может на нас начальство влиять, а можем мы оказаться на месте начальства, да, то есть здесь вот может быть какое-то предложение очень хорошее для карьеры. Но также все-таки какой-то кризисный, видимо, будет месяц для работы, потому что здесь вот как бы 3 человека, которые принимают решения, да, и от их решения зависит ваша дальнейшая работа. Все-таки здесь сложные ситуации, сложный период. А для тех, кто своим делом зарабатывает, карта говорит о том, что нужно трезво увидеть реальность. То есть, если, допустим, что-то не получается, или, допустим, у вас какой-то традиционный бизнес, который в плане вот удаленной работы невозможно осуществить, то, может быть, нужно тогда что-то менять направление. Нельзя, в общем, обманывать себя, что как-то само собой здесь все наладится. Обязательно нужно именно трезво смотреть на жизнь и искать варианты, как сделать так, чтобы вы себя выразили и при этом заработали. Да, нужно пробовать разные варианты. Смотрите. Пробовать искать свое. Чем больше вы здесь попробуете, тем лучше. Так, давайте финансы посмотрим. Для тех, кто на зарплате. Может быть какая-то вот ситуация, связанная с положением в обществе, да, ситуацией в обществе, когда по деньгам может быть какая-то проблема, да. Вот, то есть может... Допустим, пообещали больше зарплату, заплатили меньше. Или, допустим, какая-то ситуация, вы в чем-то ошиблись и вам понизили зарплату, не выплатили какие-то проценты. Или, может быть, вообще какое-то время вам сказали, вот пока работы не будет, допустим. Ну, как-то сложно здесь может быть. И знаете, вот эта карта говорит о том, что вам нужно какую-то дополнительную работу вот искать к тому, что у вас уже есть.
ну, как бы обезопасить себя в плане финансов. Для тех, кто зарабатывает своим делом, но здесь просто отличная карта, которая говорит о том, что если вы будете пробовать искать новое направление, вы найдете как бы там, даже где не думали. И это полная чаша, это вода, это всегда деньги, да, это как раз вот успех и в будущем, да, вот того направления, которое вы можете начать новое. Здоровье. По здоровью, смотрите, у вас могут быть какие-то иллюзии. Ну, допустим, вы не чувствуете, что устали, так сильно привыкли работать там до усталости, да, что даже не чувствуете усталости, не вовремя отдыхаете. Из-за этого могут быть какие-то сбои в здоровье. И вообще карта говорит о том, что нужно задуматься о том, как правильно как бы ваш организм поддержать, чем его питать, как лечить и так далее, как отдыхать. В общем, очень важно вот увидеть себя в зеркале. То есть, скорее всего, вы что-то неправильно представляете о своем здоровье, о своем теле. Скорее всего, здесь какая-то, может быть, привычка, которая укоренилась и мешает вам быть здоровыми. Что-то должно открыться в этом месяце такое, что вот с чем вы ну никак не согласны, да, вот в плане здоровья. А это как раз вот может быть то, что вам нужно. Итог месяца для тельцов. Карта как бы такого треугольника, да. Что это может быть за треугольник? Во-первых, мы можем думать, что за нашей спиной кто-то что-то как бы пытается нам ну, негативное сделать, да. Может быть, у нас ревность, если, допустим, эта карта касается отношений, да, мы можем ревновать. Даже если, допустим, у партнера просто какие-то деловые отношения, мы можем ревновать. То есть и мы как бы стоим в стороне, как бы остаемся в своих мыслях, не пытаемся выяснить, да, из-за этого страдаем. Это может касаться также и работы, когда есть какие-то люди в коллективе, которые могут вас просто, ну, как-то оклеветать, да, как-то неверно передать информацию, исказить ее. И это может как-то тоже негативно отразиться. Тем более, смотрите, вы за дверями, да, то есть нужно следить за тем, что происходит в коллективе, что происходит в семье, чтобы вот так за дверями не оказаться, да, то есть нужно контролировать ситуацию, держать руку на пульсе. А если же вот в метафорическом плане посмотреть эту карту, то здесь, смотрите, вы все-таки на крыльце, да, и есть такая решеточка, о которую можно опереться, есть навес, который защищает вас. То есть, в принципе, вы защищены, но, может быть, вам стоит более активно как-то стараться защищать свои позиции. Вот что. Друзья, желаю всем замечательного ноября, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.